Сегодня я расскажу вам об искусстве классической миниатюры. Известно, что создание османских миниатюр приходится примерно на то же время, когда началась активно развиваться их историография. Так как мы, к сожалению, не находим на данный момент примеров крымских миниатюристов, мы обращаемся к османским примерам. Миниатюра представляет собой небольшую иллюстрацию или картину к конкретной рукописи. Само слово «миниатюра» происходит от латинского «minium», что означает красные чернила, которые использовались в оформлении рукописи. Со временем слово начало использоваться в значении «маленькая картина». В исламском искусстве слово «миниатюра» заменяется на слово «тасвир», что означает «изображение» или «образ», а к миниатюристу обращаются как «мусаввир» или «накаш». Для создания миниатюры, как правило, используются акварельные краски или гуашь, золочение и позолота серебра. Сами рисунки наносятся без техники светотени, что лишает их перспективы, и они выглядят стилизованными и абстрактными. Известно, что иллюстрирование повествований было развито еще в Древнем Египте. Однако по-настоящему искусство миниатюры начало развиваться только в период поздней античности. Самые старые образцы, которые мы находим исламского искусства миниатюры, относятся к XIII столетию. Примеры тематик подобных миниатюр можно назвать сюжеты охоты, приемы послов, празднества, которые устраивались для султанов или членов его семьи, религиозные сюжеты, военные походы и прочее. Османское искусство оформления рукописей начало активно развиваться во второй половине XV столетия. Когда османы завоевывали все новые земли, в столицу прибывали новые мастера, в том числе и художники. После завоевания Тебриза в 1514 году в Стамбул прибыла огромная библиотека, и вместе с этим появилось очень много художников. Расцвет османской миниатюры приходится на XVI столетие. Известны имена таких знаменитых миниатюристов, как Накаш Осман, Матрахчи Насух, Али Челеби, Хасан Паша и прочие. В эпоху тюльпанов, первую половину XVIII столетия, своими новшествами в этом искусстве прославился миниатюрист Левни. Над созданием каждой рукописи трудилась целая команда мастеров. Отдельно для миниатюристов в Топкапы-Сарае была создана Накаш-Ханет, то есть мастерская. Хотя нам известны имена некоторых прославленных миниатюристов, на самом деле над каждой рукописью и их миниатюрами работала целая команда. Так главный мусаввир создавал сюжет, а уже его подмастерья наносили контур и сам рисунок. К сожалению, мы не можем говорить о подобном развитии иллюстрации книжных рукописей в Крымском ханстве. Несмотря на то, что до нас дошли обрывочные сведения о присутствии Накаши в Крымском ханстве, мы до сих пор не могли найти никакие их работы. Потому, говоря о портретных изображениях крымских ханов, мы чаще всего обращаемся к османским миниатюрам или же к европейским гравюрам. Изображение крымских татар в восточной миниатюре ограничивается османской миниатюрой. Это не должно вызывать большого удивления, учитывая огромное влияние этих двух государств на протяжении всего их существования. Долгое время едва ли не первым изображением в книжной рукописи крымского хана называли встречу Баязида II и Менглигера-хана в 1484 году в Молдове. Менглигер-хан, сын основателя Крымского ханства Хаджи-Герай-хана, был одним из самых известных ханов своего времени. Во время его правления была раз и навсегда уничтожена Золотая Орда, которая представляла большую угрозу независимости крымского улуса. Также в это же время были начаты дружеские отношения между Крымом и Османской империей. Впервые крымские всадники поучаствовали в османской кампании военной. Эпизод одной из таких кампаний как раз и изображен на этой иллюстрации. Также существует альтернативная трактовка этой миниатюры, как Сулейман I приветствует крымского хана. Мы видим, что падишах изображен в зеленом кафтане, отороченном мехом, узнаваемый белый тюрбан на голове, весьма заметный трон, на котором восседает правитель, и двое прислужников позади. Все детали указывают на богатство, силу и власть султана.
Минглигер Айхан, в свою очередь, одет в темно-синий халат, подпоясанный красным кушаком, и красный кафтан. На голове знаменитая низкая татарская шапка, отороченная мехом. Она практически не изменялась вплоть до XIX века. Интересно, что именно по этим шапкам мы можем узнать представителей рода Гираев и непосредственно жителей Крыма на других османских миниатюрах. Рядом, но немного ниже Минглигера Айхана, мы можем заметить другого гостя из полуострова. Скорее всего, это Калга, первый наследник трона, старший сын хана Мехмед Гирай Султан. Есть также альтернативная версия, что это может быть брат хана Ягмурчи. Эта иллюстрация, хотя и является самой знаменитой и популярной, не является, однако, первой попыткой изображения правителя крымского улуса. Такая попытка была предпринята еще в 1521 году. Шукри Бетлиси описал юношество будущего султана Явуса Селима I, его наместничество в Трабзоне, а также первые успехи уже в роли падишаха. Миниатюры были выполнены придворными накашами, однако имя конкретного автора, к сожалению, не сохранилось. История взаимоотношений Селима и Минглигера Айхана на самом деле начинается задолго до воцарения Селима на Османском престоле. Еще будучи шейхзаде, он отличался своей энергичностью и амбициозностью. И хотя его отец, Баязид II, видел после себя другого своего сына, шейхзаде Ахмеда, Селим весьма настойчиво претендовал на трон. Он обратился непосредственно к Минглигеру Айхану за помощью в размере где-то 10-15 тысяч всадников, чтобы захватить Стамбул. Для Минглигера Айхана это была очень сложная просьба, потому как у него были всегда очень хорошие отношения с его отцом. В это же время шейхзаде Ахмед присылает письмо Минглигеру Айхану с просьбой выдать ему мятежного брата в обмен на земли, которые принадлежали османам, начиная с 1475 года на южном берегу Крыма. Просьба эта была весьма непростой, но заманчивой в то же время, однако трезво рассудив, что шейхзаде Ахмед на тот момент не являлся падишахом и, условно говоря, не мог давать подобные обещания, даже если бы он и сел на престол, не факт, что он на нем продержался бы такое длительное время, чтобы выполнить свои обещания. И поэтому Минглигер Айхан решил поддержать своего гостя. Однако в это же время его старший сын Мехмед Гирай Султан узнает о том, что шейхзаде Ахмед присылает подобное письмо с подобной просьбой и пытается убедить своего отца сдать Селима и забрать их земли. На что Минглигер советует ему обратиться ровно с той же просьбой к самому Селиму. Возможно, он и сам отдаст эти земли. Мехмед Гирай Султан так и поступил, на что получил такой ответ. «Падишахи берут земли, но никому не отдают. Проси сколько хочешь золота, серебра, только земель у меня не проси. Земля ценнее всего на свете». Нетрудно догадаться, что последующие отношения между двумя правителями, то есть Селимом и Мехмедом Гираем, после того, как они оба взошли на трон, оставались весьма натянутыми. С художественной точки зрения эта миниатюра уступает предыдущей. Шейхзаде Селим и Минглигер Айхан изображены сидящими в шатре. Оба сидят по-турецки. Селим одет в красный кафтан, опоясанный черным кушаком с золотой пряжкой. Поверх всего надет синий кафтан и традиционный белый тюрбан на голове. Минглигер Айхан, в свою очередь, в синем расшитом золотом халате, опоясан золотым поясом, на голове высокая белая шапка, отороченная мехом. Среди изображений одной из многочисленных Сулейман-наме, иллюстрированной биографии османского султана Сулеймана I, мы находим также изображение крымского хана Девлет-Гирая I. Эта миниатюра отличается от предыдущих своей многоуровневостью. Так, вверху мы можем заметить Девлет-Гирая и Сулеймана. Девлет-Гирай, долгое время живший при османском дворе, приветствует османского падишаха поцелуем руки, что в османском дворцовом церемониале свидетельствует о самых близких и доверительных отношениях между двумя правителями.
Мы можем заметить, что Сулейман одет в уже привычные нашему взгляду синие и красные цвета. Они долгое время предпочитались при османском дворе. На Девлет-Гирай-хане высокая белая шапка с меховой оторочкой, которую мы уже видели на предыдущей миниатюре, и темный кафтан, украшенный популярным в XVI веке узором чинтемани. Рядом изображены визири султана и его личная охрана. Внизу композиции мы можем заметить группу крымских подданных, вероятно всего ожидающих своего хана с личной аудиенцией. Другой пример изображения представителей рода Гираев мы можем заметить в произведении авторства Сеида Лакмана «Зафер-наме». Миниатюра отображает переправу османских и крымских войск через Дунай во время кампании против венгров в 1566 году. Османские войска изображены в верхней части миниатюры, в то время как крымские войска в нижней. Но мы и так могли это понять, потому что заметны их отличительные низкие шапки, и, кроме того, в руках у каждого по луку. Впервые привлеченные к османским походам в 1484 году крымские всадники пользовались популярностью в подобных походах, особенно на рубеже XVI столетия. Отдельное произведение, написанное в жанре газават-наме, то есть повествующее о праведных войнах, которые вели падишахи и их главные визири, отображает как раз такую войну, в которой участвовали представители рода Гираев. Шаджиат-наме авторства Асафии Мехмед Челеби, написанное в 1586 году, повествует об османо-иранской войне. Кроме того, в этой рукописи мы можем встретить упоминание о Крымском восстании 1584 года, обусловленное тем, что крымский хан отказался посылать дополнительные войска на Иранский фронт. С художественной точки зрения это произведение очень важно как для османской, так и для крымской историографии. Шаджиат-наме для Крыма уникально тем, что в ней собрано очень много изображений крымских ханов, султанов, а также непосредственно изображен сам Крым. Если в других летописях мы можем встретить буквально по одной-двум миниатюрам, связанных с Крымом, то в Шаджиат-наме из 77 представленных миниатюр 13 связаны непосредственно с Крымом. Еще одной отличительной особенностью произведения Асафии можно назвать то, что главные персонажи каждой миниатюры подписаны, то есть мы можем легко узнать, кто есть кто. Шаджиат-наме дословно переводится как «сказание о смелости» и направлено главным образом на восхваление доблести и мужества главнокомандующего османско-иранской кампании Оздемироглу Осман-паши. Так, повесть начинается в 1578 году объявлением войны Ирану. Автор также отмечает, что в тот год над Стамбулом была замечена комета, которую расшифровали как благоприятный знак для начала подобной кампании. Мехмед Гирай-хану II прислали просьбу предоставить крымские войска в подкрепление османским. Мехмед Гирай-хан отправил в помощь османам 20-тысячное войско во главе с Адиль-Гирай-султаном Калгой. Кроме того, к походу присоединились и другие представители семьи Гираев, Мубарек и Гази Гирай-султаны, а также сын хана Саадет Гирай-султан. Крымское войско добралось до Ширвана к концу осени и переменило ход кампании в пользу османов. Однако очень скоро в одном из боев Адиль Гирай-султан был ранен и захвачен в плен иранцами. Дальнейшая судьба доблестного воина была настолько драматичной и наполненной разными событиями, что даже послужила основой для романа турецкого писателя Намыка Кемаля. Царственного пленника отправили к шахскому двору в Казвин, где его приняли со всяческими почестями, которые и подобали его царскому статусу. Иранцы, очевидно, пытались склонить его на свою сторону. Мы видим на одной из миниатюр, что Адиль Гирай-султан сидит в шатре в компании девушки. На султане темно-синий кафтан, подхваченный золотым кушаком, на голове традиционная низкая шапка.
Также на миниатюре заметны и другие представители крымской армии, простые воины, однако их одеяние отличается от того, в котором мы видим представителей рода Гераев. Воины одеты в рубашку, кольмек, разных цветов. Темно-синий, красный, темно-зеленый. Штаны их заправлены в сапоги, чизме. У двоих из них мы можем наблюдать традиционное татарское оружие, сабли и луки. Можем сделать вывод, что крымским пленникам жилось весьма свободно в этом плену. Однако очень скоро Адиль Герай Султан оказывается втянутым в дворцовые интриги, и летом 1579 года его казнят. Интересно, что казнь крымского шахзаде нашла отображение и в другой османской рукописи авторства Гелиболу Мустафа Али «Нусрет-наме», написанной в 1586 году. Иранский фронт с каждым днем терял все больше людей, а значит, ему требовалось новое пополнение. Османский султан Мурад III призывал Мехмед-Герая самому лично приехать на фронт, что шло вразрез с нуждами ханства, потому как Мехмед-Гераю было куда важнее вернуть былой авторитет ханства, пошатнувшийся после падения поволжских ханств, а также поражения при Молодях. Однако ссориться с османским руководством тоже было ни к чему, и поэтому летом 1579 года Мехмед-Герай отправился на Иранский фронт. Его появление воодушевило войско. Гази Герай Султан, возглавивший крымские отряды после плена Адиль-Герая, разбил иранцев при Баку, а мелкие ханские отряды распространились по всему Ширвану, наводя ужас на неприятеля и собирая богатую добычу. Однако к концу осени Мехмед-Герай хан засобирался обратно в Крым, на что получил предостережение от османских чиновников, что ему запрещено покидать Ширван. Это, конечно, возмутило хана, подобный запрет, да еще и исходящий от каких-то рядовых. Он отправился в Крым. Вместе с ним фронт покинул и его сын Сааdet Герай Султан. К весне 1581 года Гази Герай также попадает в иранский плен, и Мурад III все настойчивее просит Мехмед-Герая вернуться на фронт с пополнением. Хан созвал совет беев, на котором последние заявили, что они отказываются предоставлять дополнительные войска в бессмысленный поход, который приносит им одни только убытки. Таким образом, хан отказывает Мурату в пополнении войск, чем вызывает гнев последнего. Главнокомандующему Осман-Паше приказано отправиться в Крым и арестовать мятежного хана. Паша прибыл в Кефе осенью 1583 года. В это же время заподозривший неладное хан прибыл со своим войском к стенам крепости. Осада продолжалась несколько недель. Этот эпизод крымской истории также запечатлен на страницах Шаджаат-Наме. Османские и крымские войска, еще недавно сражавшиеся против общего врага, теперь воевали друг с другом. Батальные сцены в Шаджаат-Наме переданы весьма живо и красочно. Видно, что автор пытался показать реалии войны, не романтизируя ее при этом. Вверху композиции мы можем видеть крепость Кефе, а также союзных османов-френгов, использовавших огнестрельное оружие. Скорее всего, это остатки генуэзцев. На этой иллюстрации мы можем видеть, как крымские отряды терпят поражение. Последним ударом стало прибытие османского флота с подкреплением. Кроме того, на его борту был новоназначенный хан Ислам Герай II. Мехмед-Герай хану пришлось отступать, однако недалеко от Орхапы его нагнал его младший брат Альп-Герай Султан, давно державший обиду на старшего брата, и, воспользовавшись моментом, убил его. Удивительные похождения другого сына Девлет-Герай хана, Гази-Герай Султана, также нашли отражение на страницах Шаджаат-Наме. После того, как его старший брат Адиль-Герай Султан попал в плен, Гази-Герая назначили
главнокомандующим крымскими отрядами, и ему было поручено охранять границы. Весной 1581 года на спящий крымский отряд напали иранцы и захватили в том числе и Гази-Герая Султана. Так же, как и старшего брата, иранцы попытались склонить его на свою сторону. На одной из миниатюр мы можем видеть молодого шейхзаде Хамзу Мирзу, Гази-Герая Султана, а также автора Шаджаат-Наме Ас-Сафи, которого захватили в плен примерно в то же время, когда и Гази-Герая. Хамза Мирза восседает на небольшом троне, одет он в красный кафтан, на голове традиционный белый тюрбан. Однако от османских тюрбанов его отличают продолговатая кверху форма и красный выделяющийся наконечник тюрбана, за который иранцев османы и прозвали кызылбашами. Гази-Герай Султан сидит заметно ниже, показывая его положение пленника. Одет, как и Хамза Мирза, в красный кафтан, без каких-либо украшений, за исключением простого пояса и традиционной шапки. Помимо них в композиции присутствует прославленный тюркский офицер, служивший сефевидом, Али Кули Истанчлу. Музыканты расположены в правом нижнем углу композиции, а также мы можем заметить прислужников Шехзаде. В дальнейших миниатюрах мы видим, как чудом спасается из плена Ас-Сафи, однако Гази-Герай Султан пробыл в иранском плену еще 7 лет. Его также пытались склонить на свою сторону, предлагали наместничество в Ширване, войско, с которым он, конечно же, воевал бы против османов, и шахскую дочь в жены. Биограф шаха приводит цитату Гази-Герая, написанную на персидском, которой он ответил на подобное предложение. «Есть и горе, и радость, и тревоги. Насколько может длиться жизнь так? Мы по опыту знаем, что в вашей стране спокойно живут лишь в крепости или тюрьме». Гази-Герай Султану удалось подкупить 2 своих тюремщиков и в образе дервиша добраться до османских земель. Вскоре его назначают на должность крымского правителя. В истории он остался как Бура Гази-Герай хан.